студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. За минувшие сутки в Якутии ликвидировали 7 лесных пожаров. В 4 наслегах Намского улуса активно растет конопля. Расскажем, как с этим борются. Единовременную выплату на школьников в размере 10 тысяч рублей перенесут на 2 недели раньше. За минувшие сутки в Якутии ликвидировали 7 лесных пожаров. Об этом в ходе брифинга рассказал председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Лепчиков. Он также отметил, что было локализовано 10 пожаров и обнаружено 25 новых возгораний. За сутки авиации Министерства чрезвычайных ситуаций России выполнено 28 вылетов, во время которых было сброшено 3 тонны воды. В настоящий момент на особом контроле находится обстановка в 4 населенных пунктах. Это по населенным пунктам Горного района, Эрт, Кюрелях, ну а также по Кобяйскому району Ситта и Сангар, и поселка Такаракай Верхнеуйлюйского района. В связи с тяжелой этой ситуацией оперативным штабом республики принято решение перебросить силы ФБУ авиалесохраны с природных пожаров Ленские столбы. Ну а также со вчерашнего дня работает аэромобильная группировка и силы это государственной противопожарной службы 35 человек на приближенных-то пожарах в районе поселка Каракай. Шторм, прошедший накануне в Нижнеколымском районе, поставил под угрозу современную поставку топливно-энергетических ресурсов и в целом ход навигации Зеленомысского речного порта. Сильный ветер стал причиной аварии на линиях электропередач, и резервная дизельная электростанция не справляется сейчас с объемом работ. Самое сложное в этой ситуации – это поставка топлива и отгрузка каменного угля. В целом жизнь поселка Черский идет в штатном режиме. Об этом и в целом о ходе подготовки к новому отопительному сезону говорили сегодня на совещании у первого зампреда правительства Дмитрия Садовникова. Подготовка к зиме идет в штатном режиме. Процент готовности на сегодня составляет 65%. Завоз топливно-энергетических ресурсов также идет в плановом режиме. На сегодня у нас завезено 47%. До октября будут полностью завезены топливно-энергетические ресурсы в районы. Также на сегодняшний день у нас есть ограничение электроэнергии Чукотэнерго в Нижнеколымске. Срок восстановления от 2 до 20 дней. Сегодня дано поручение первому заместителю председателя правительства Садовниковым Дмитрием Дмитриевичем провести оперативное совещание, и будут приняты меры по восстановлению электроснабжения. Конопля активно растет в 4 наслегах Намского улуса. Еще один участок был обнаружен правоохранителями в районном центре на участке частного дома. Вот уже несколько лет активную позицию в борьбе с вредными растениями заняли местные жители, молодежь и работники сельской администрации. Произрастает она в основном вблизи населенных пунктов на территории заброшенных огородов и ферм. В первом хамустахском наслеге косой и огнем совместно с сотрудниками ОВД уничтожили 2 гектара дикорастущей конопли. С помощью трактора с косилкой и ручными способами все растения убрали, а после уничтожили. Кроме того, ведется работа по пересечению доступа лиц, занимающихся незаконным оборотом запрещенных веществ, к местам естественного произрастания этих растений. В Намском районе около 60 человек состоят на наркологическом учете в связи с потреблением наркотиков. Ежегодно 15 человек привлекаются к уголовной ответственности, столько же к административной. В связи с наличием мест дикорастущей конопли ежегодно органами местного самоуправления, полицией и другими организациями проводятся работы по ее уничтожению. Помимо этого, в сети интернет, печатных изданиях и при встречах с населением проводится профилактическая работа. Теперь перейдем к эпидобстановке. За минувшие сутки на территории республики зарегистрировали 126 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 67 приходятся на Якутск. 14 заболевших обнаружили в Мирнинском районе, 7 в Алданском, по 4 случая в Амгинском, Ленском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Усть-Алданском и Хангаласском районе. Еще в 11 районах зафиксировано от 1 до 2 заболевших. За сутки лабораториями республики проведено 3117 исследований на коронавирусную инфекцию.
К другим темам. Президент России Владимир Путин поручил перенести единовременную выплату на школьников в размере 10 тысяч рублей на 2 августа. Об этом глава государства заявил во время совещания по подготовке к новому учебному году. В свою очередь, министр труда и социальной защиты сообщил о готовности Пенсионного фонда осуществить выплаты на 2 недели ранее намеченного срока. 17 миллионов школьников получат выплаты, начиная с понедельника. Напомню, в начале июля Владимир Путин подписал указ о денежных выплатах семьям с детьми от 6 до 18 лет, а также для детей с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение в школе. Предлагаю сегодня, как вы знаете... Финансовые средства на осуществление выплаты в полном объеме доведены до Пенсионного фонда. Это 204 миллиарда рублей. Мы продолжаем прием заявлений родителей. Действительно, Владимир Владимирович, согласно постановлению правительства, старт выплат намечен был на 16 августа. При этом технически уже к понедельнику мы будем готовы осуществить выплаты на 17 миллионов детей. Для этого нам потребуется внести изменения в постановление правительства, в котором указана дата начала выплаты. Мы готовы провести оперативную эту работу и можем начать выплаты с понедельника, со 2 августа. Система готова, деньги есть, да? Система готова, деньги доведены. В понедельник выплатим средства на 17 миллионов детей. Хорошо, так и сделаем. И начнем эти выплаты со 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника. В селе Барагонцы приступили к ремонту 3 улиц. Сейчас подрядная организация индивидуального предприятия Иннокентия Москвитина выполняет отсыпку песчано-гравельной смеси по улице Ивана Мигалкина. Раньше по этой улице таких больших ремонтных работ не проводилось. Сейчас на участке работает грейдер, каток и 4 большегруза, которые привозят 600 кубов песчаного материала из карьера поблизости села Сырдах. Такую же работу еще планируют на улице Акаемова и в поселке Мындаба. Таким образом, в летнее время отремонтируют порядка 3,5 километра дороги. По словам подрядной организации, работу на улице Ивана Мигалкина закончат через 5-6 дней. Затем приступят к ремонту улицы Каемова и Ленина в поселке Мындаба. Но работу должны завершить 30 сентября этого года. Общая протяженность ремонтировой дороги составляет 3 километра 800 метров. А на это было выделено 11 миллионов 700 тысяч рублей. Из них 6 миллионов 300 тысяч рублей – это субсидии из Дорожного фонда Министерства транспорта Республики, и 5 миллионов 400 рублей – это местный бюджет. Но подрядная организация работы по выполнению ремонтных работ выполняет качественно, но мы время от времени все равно проверяем. Охотничьи ресурсы распределены. А Емиконской районной комиссии проведена жеребьевка от 35% квоты от общего числа разрешений на добычу копытных животных, полагающимся всему району. Жеребьевка прошла в актовом зале Улусной администрации с участием уснирских охотников. Всего у нас поступило 144 заявления от охотников, в том числе 75 на добычу лося, 44 на добычу снежного барана и 35 на дикосеверного оленя. На 2021-2022 учебный год по образовательным программам среднепрофессионального образования выделено более 6 тысяч мест. Период приема документов для поступления в желаемое учреждение среднего профессионального образования будет длиться вплоть до 10 августа. Востребованными специальностями и профессиями в период приемной кампании стали мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, повар-кондитер и дошкольное образование. Арктика по-прежнему манит людей. Минарктики и Минпредом республики разрабатываются ряд проектов по развитию туризма в арктических улусах. Например, проект «Юрты мира» в Эвено-Батантайском улусе – это создание туристической инфраструктуры, которая предполагает погружение в самобытную культуру коренных малочисленных народов Севера. Также разрабатывается проект «Полюс холода» – это всеми известный Кислях и Батагайка. Все это привлекает туристов не только из нашей страны, но и из-за рубежа. Отмечено многих интересных направлений от круизов от Якутска до Тикси до экстремальных видов туризма. Взять пробы воды из реки Ниуя и изучить охраняемую природную зону Хатанго смогли школьники Ленского района. 23-я детская эколого-биологическая экспедиция продлилась 2 недели с 8 по 21 июля. Что удалось изучить детям и для чего нужны такие экспедиции, расскажем в сюжете.
Для Полины Ивановой летние каникулы начались в конце июля. 2 месяца школьница исследовала старые поселения и природу Ленского района. Об эколого-биологической экспедиции узнала за несколько дней до отъезда. В этот раз помогала с проектами другим участникам. К следующей поездке планирует сделать свой проект. Это же экологическая экспедиция, и там по биологии все. То, если с биологией связано, то, скорее всего, растения. А если вообще в целом, то исторические что-то. Это увлекательно, я считаю, по Якутии-то поездить, узнать свой край родной. Познакомиться с природой родного района смогли 10 школьников из Ленска, Турухты, Чемчи и Нюи. Возраст от 13 до 17 лет. За 9 дней команда проплыла почти 135 километров по реке Нюя от Усть-Чайны до села Ортанахар. Конечной точкой исследования выбрали охраняемую природную территорию Хотого. Ребята занимаются по энтомологии, раскладывают насекомых по ватным матрасикам, как видим. И будут сейчас изучать по отрядам. И не только изучить виды, правильно поймать, засушить насекомых, определить ареал их обитания. В этом помогал энтомолог из Якутска. Удалось найти на берегах Нюи краснокнижные растения и насекомых, например, стрекозу, красотку японскую. А пока ловили рыбу на ужин, изучили и паразитов. Качество речных вод, строение рыб и их мутация, заброшенная водяная мельница – тема итоговых проектов школьников. По словам руководителя экспедиции, детские проекты в первую очередь поднимают вопросы об экологии Якутии. Вот, например, у нас по реке Нюя была найдена какая-то непонятная пленочка на воде. Ее, конечно же, собрали. У нас девочка по качеству воды работала. Собрала и отправила эти на анализы. Что это за пленка непонятная. Речную пленку, насекомых и другие пробы отправят на исследования в Якутск. Итог работы 23-й экологической экспедиции озвучат через несколько месяцев. А школьники представят свои проекты на республиканской научной конференции «Шаг в будущее». Юлия Золотарева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.